наша сегодняшняя тема будет интересна очень многим людям, которые создали межнациональные семьи. Для меня личная тема тоже интересна, потому что я тоже родилась в смешанном браке. Папа русский, мама татарка. Любовь, конечно, не имеет национальности, но вот как живут люди в семьях, как сохраняют традиции, как минимум двух культур, двух языков, как передается национальная идентичность, какие проблемы возникают и нужно ли их решать, и как их нужно решать. Ответы на эти вопросы сегодня мы ищем в нашем эфире с нашими экспертами, которых я с удовольствием представляю. Марина Маратовна Имашева, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана Института международных отношений Казанского федерального университета. Ремзиль Саликович Валеев, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-студии Всемирного конгресса татар. Руслан Валерьевич Айсин, историк-политолог, руководитель площадки Татполит. Здравствуйте. С нами сегодня Дина Гатина-Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан. И с нами сегодня семья Мукенди, певец Оливер Мукенди, его жена Камиля Мукенди. Мы планировали, что мы сегодня, конечно, увидим малышку Шансильви, но решили не беспокоить трехлетнюю девочку прямым эфиром и ток-шоу на 2 телеканалах. С нами также сегодня на интернет-связи из Турции, потому что они там уже теперь всерьез и надолго. Похоже, Дмитрий Рушения Полосины, создатели Казанского музея Чак-Чака. И также сегодня на интернет-связи с нами, добрый вечер, Алексей Барыкин, кинорежиссер, президент организации «Регион кино», доцент Казанского института культуры. Добрый вечер. Здравствуйте. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех участников и телезрителей соблюдать корректность, политкорректность в том числе. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Нас можно смотреть в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. И сегодня мы попытаемся найти точку опоры вот в этом вопросе. Ну а для начала мне хочется предупредить экспертов, что у вас есть 3 кнопочки на ваших пультах. Можно соглашаться с экспертами, нажимая зеленую, можно категорически не соглашаться, нажимая красную, либо нажать белую, значит, отношусь нейтрально к высказыванию эксперта. Но для начала предлагаю все-таки обсудить опрос на наших интернет-ресурсах. Голосование было активно. Задали такой вопрос. Смешанные браки – это национальное взаимообогащение? Так ответили наименьшее количество проголосовавших, 15%. 31% респондентов сказали, что это размывание национальной идентичности. Ну и большинство, 54%, считают, что у любви нет национальности. Этот же вопрос мы задаем нашим телезрителям. Итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. А я сейчас предлагаю все-таки вот экспертам коротко, но посмотреть на вот эти результаты интернет-опроса. О чем это говорит? Не волнует ли вас второй вариант ответа? Почему так много тех, кто считает, что это размывание национальной идентичности? Ну, потому что, наверное, так и есть. По сути говоря, Россия многонациональная страна. Здесь уклад определенный, конечно, он не сравнится, например, с Европой, где уже давно состоялись гражданские нации, политические нации. Многие у нас только на пути к этому построению нациестроительства. И поэтому сохранение вот тех небольших компонентов этнических очень важно у нас. Более того, у нас очень сложные отношения с разных сторон, и психологических, и культурных. Это межконфессиональные браки, там тоже всякого добра хватает, и поэтому у нас не выработалась культура этого диалога, этого взаимодействия. У нас еще патриархальные отношения сильны в глубинке, в столицах, понятное дело. Все не так, но если мы отъедем куда-нибудь вглубь, в Татарстане примерно то же самое, хотя мы считаемся модерновой нацией, я уж не говорю про Кавказ. Эти проблемы остро стоят. Остро стоит еще и потому, что государство, по сути говоря, мало занимается сохранением культуры языков. Поэтому люди воспринимают семью как ячейку, где должно сохраняться. Если бы были другие институции общественные, государственные, возможно, этот вопрос бы так остро не стоял. Вот этот ответ насчет любви, большинство, что у любви нет национальности, мне кажется, самым таким сомнительным и очень сложным. Потому что тема эта, которую мы сейчас начинаем, она рискованная, неоднозначная, непростая. Она не поддается управлению, и ответ будет найти не так просто, как слегка сразу у любви нет. По поводу любви, как я опровергаю, я уже немало пожил, и могу сказать, что любовь – это на данный миг или через пару недель. А жизнь, брак – это контракт на всю жизнь. Если на несколько лет, еще и там дети есть. И получается, что из-за любви я женился, а потом любовь пропала, и там национальность. Конечно, влечение, любовь, она как-то побеждает. В данное время, когда женятся, они не слушаются. Дело вот в чем.
не поддается управлению, потому что никто не будет слушать родителей, которые скажут, вот не женись на русской или на татарке или наоборот. Обязательно, я люблю, никуда не поделаешь. А потом через несколько лет посмотришь, куда она любовь делась. Потом прожили 20 лет, где-то под 50 лет. Один идет в мечеть, другой в церковь. Один разговаривает на своем языке. Потом у разных кланов, у разных родов, у разных семей свои языки, свои обычаи, иногда прямо противоположно. Поэтому имам в мечети, когда никак читает и говорит, вы должны ровно относиться к двум сторонам родителям двух сторон. Одинаковое время бывать там. Вот сказать легко, но никто это не слушает, не пропускает мимо ушей, поэтому вот этот процент 50 с чем-то, она не поддается расшифровке, но надо обсуждать. Поэтому правильно, что Руслан начал говорить, что самосознание этническое бывает в 20 лет одно, в более серьезном другое. И потом еще, знают ли супруги, кем будут их дети? Хорошо, Светлана, вы, наверное, вы говорите, что вы по матери, по татарка, да? Ну, я считаю, если кто-то мне скажет, что у меня две национальности, я и папин, и мамин, я не удивлюсь. Если он в разное время года скажет оба варианта, что я такой-то, тоже не удивлюсь. Но родители должны знать, что одна национальность у этого, только вот, если она супротив желания другой национальности, есть в семье национальное равенство, этой семье хорошо не жить. И вот это семейство, дети, внуки, которые будут, это уж точно размывание национальной идентичности, хотя по любви они женятся. Вот как я запутал, ибо сама жизнь запутывает, и вы увидите, молодежь, будьте осторожны с этой темой, всегда советуйтесь, и к сердцу прислушивайтесь, и к старшим тоже. Ревизель Абуев, может быть, вас услышит. Дина, вы родились в смешанном браке, если позволите, я вот Прям спрошу. так стало печально. Мы живем в 21 веке, век гипермобильности, и говорить о том, что мы должны сохранять свою идентичность, только выходя замуж или жениться на представителе своей нации. Но мне кажется, это как минимум просто глупо. При всем моем желании, я бы хотела, чтобы мои девочки выбрали мужей татар. Есть у меня такое желание. Но если она придет и скажет «люблю», запретить я не смогу. А у меня мама русская, отец татарин. Я выросла в семье, где уважали традиции разных конфессий. У меня мама ходила и ходит в церковь, отец ходил в мечеть, говорил на татарском, мама на русском. Но мы с сестрой всегда знали, что наш выбор будут уважать. И поэтому говорить, что нельзя, это плохо, это нехорошо, тут, наверное, все-таки основа – это семья. То, как ты дашь своему ребенку, так оно и пойдет дальше. Безусловно, мы не можем говорить, что государство не должно нам ничего давать. Проблема с языками очень большая. Я, например, до замужества на татарском не говорила. Вообще. При том, что 10 лет преподавали татарский язык, как родной, а я не говорила ни слова, кроме «сауглавас». И только благодаря супругу, его семье, которые меня приняли, я заговорила, и мои дети говорят. Это мотивация. Дина имя моей внучки, поэтому я в него очереди. Когда любовь как мотивация. Вот хорошо, я тоже конечно. люблю этот мотив. А готовы ли вы полюбить и нацию, и семью, или уважать семью, от которой дала тебя мужа или жену? Вот это готовность. Нет, я не такой согласен, дикий, тут что я очень сложный возражаю вопрос, всегда. потому что когда говорят, что вот мы живем в 21 веке, да, говорите, веке мобильности. Но при этом, когда мы говорим, что должно сохраняться в семье, вы же понимаете, что человек современный, он настолько как бы включен вот во все эти тартарары, да, деловые, что он просто не успевает даже прийти домой. Сейчас даже некоторые не готовят дома. Заказывают, все, быстро роллы поел и так далее, доширак там. Не до этого. Какое же там воспитывание, учить детей культуре и так далее. Раньше был патриархальный быт, это я понимаю. Этот быт, он был веками. А сейчас ребенок настолько как бы вот сегодня он один, завтра другой, сегодня он говорит, я Бэтмен, завтра он говорит, я Спайдермен и так далее. То есть человек перестал быть единицей, то есть он распадается. А нация скрепляет человека, она не дает ему распасться на вот эти вот атомы мелкие. Поэтому, когда вот этот вот гиперлиберальный подход, пусть сам выбирает, да ничего он не выберет. Человек не может ничего выбрать, он выбирает или из обстоятельств внешних, или из-за того, что его кто-то надоумит. Нынешний человек лишен возможности выбора. Так семья есть тот, кто надоумил. Так и семья может быть, так сказать, недостойна того, Или чтобы по дать залету. правильный... Не надо идеализировать семью.
Не надо идеализировать То есть нас семью. должно давно Современная государство. семья – это так называемый вот гостевой Нет, брак. но есть идеальные семьи. Но скорее всего, идеализировать давайте нельзя. исключать Все, тоже. давайте в семью и так Идеализировать далее. нет, конечно. Просто, что важно, нацию сохраняет институции конкретные. Если нация будет размываться, знаете, что сказал в свое время Гумилев? Он сказал, что Османская империя развалилась по той простой причине, что у большей ее части правящего класса, у янычар, не было нации, то есть их забирали детьми, вот, и воспитывали просто как воинов. У них не было этнического самосознания, не несли ответственность за государство. И государство распалось в какой-то момент. То есть этничность – это еще ответственность большая. Это большая ответственность. А мы же говорим метаисторическими категориями. Если говорить конкретно про вот человека, про эту семью, то да, там могут быть разные обстоятельства. Но если окинуть взором, то ситуация несколько другая. Так, буквально до рекламы немного остается. Марина Маратовна, есть что добавить? Ну, есть. Когда в 1975 году мой папа решил жениться на моей маме, я уже здесь выступала в этой студии, наверное, многие зрители уже знают историю моей семьи. Мой папа астраханский татарин, карагаш, мама из Татарстана. И моя бабушка астраханская, она вот встала вот прям вот единственный сын, ты не женишься на ней. Не потому, что она представительница там. Ей не понравилось, что она из многодетной семьи, что То она... есть социальные аспекты. Социальные аспекты, да. О том, что это межнациональный брак, речи не было. Вообще не шло, да? Речи тогда не было, да. И когда мама привезла папу сюда знакомиться, конечно, с годами это все устаканилось, родилась я. Жизнь, она же развивается. Когда бабушка заболела, моя мама за ней ухаживала. То есть этот брак был воспринят как внутринациональный, да, хотя 1500 километров между двумя регионами. А вот когда я сказала, что я познакомилась с молодым человеком, я выхожу с него замуж, родители спросили, он татарин? Я сказала, нет, он казах. Мой муж астраханский казах. И это было воспринято абсолютно нормально. Поехали тоже к родне папы, свой. То есть здесь маркер, наверное, был все-таки, что не русский, наверное. И родня моя в Татарстане, они тоже так восприняли тоже. Молодец, тоже за своего замуж выходишь. То есть религия. Да. Для вот нашего астраханского региона такие браки во втором, в третьем, четвертом поколениях казахско, татарско-переселенческие, между астраханскими татарами и казахами, между татарами-переселенцами, местными Не татарами. смешанными? Нет, браки с казахами считаются смешанными. Это смешанный брак. Но даже вот в моем окружении таких браков вот так получается, что все наши друзья именно в таких браках состоят. Татарско-казахских. Вот так получилось. Его друзья, один казах женился на татарке, юртовской татарке, а другой его друг, юртовский татарин, женился на казашке, друг мужа. Вот так вот получается. Хорошо, очень, очень интересно. Продолжим буквально через несколько минут. Пока реклама. Бери шашлык и на пикник. В Находке уголь древесный березовый 99,99. Кетчуп Мистер Рико. Гриль меню томатный 35 рублей. Шашлык-барбекюшка из свинины 199 рублей за килограмм. Цены действительны по 30 апреля 2021 года. Подробности у продавцов. Новейшее оборудование, материалы и технологии на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии с 21 по 23 апреля на Казань-Экспо. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. Вы выбираете ту, что будет лучшей именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Памятники Данила Мастер. Решение под ключ. 202 38 32.
Итак, вот ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Смешанные браки в поисках национальной идентичности. Об этом мы разговариваем сегодня. И хочу несколько цифр еще озвучить. В 2020 году в Татарстане было создано более 19 тысяч новых семей. Каждый шестой брак является межнациональным. Об этом в марте еще заявлял президент Татарстана, когда на церемонии вручения медали «Она дана. Материнская слава». В 2019 году, по данным управления ЗАГС Татарстана, каждый пятый брак был межнациональным. И вот такая тенденция, 20-22% смешанных браков сохраняется в республике где-то с начала 90-х годов. Вот при заключении брака молодожены, естественно, называют свою национальность только по желанию, поэтому не всегда входит в статистику. Еще есть так называемые гражданские браки, где мы вообще не можем ничего подсчитать, но вот многие эксперты говорят все-таки о 30% межнациональных семей. Такую же цифру приводит Институт демографии имени Вишневского Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Вот сейчас я предлагаю посмотреть, нам покажет сейчас режиссер графику, таблицу этнически однородных и этнически смешанных супружеских пар по национальной принадлежности мужа по итогам переписи 2010 года. Вот, скажем так, те статистические данные, которые мы нашли. И вот здесь все-таки татарский народ, да, в числе лидеров по созданию смешанных супружеских пар. Как вы считаете, с чем это связано? Руслан немножко развивал уже эту тему. Да, здесь, наверное, абсолютные цифры имеется в виду. Но все-таки надо иметь в виду, что татары, во-первых, мусульманский народ, во-вторых, высококультурный, то есть мы действительно отдельная цивилизация, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, да, городская культура у нас высоко развита. Это очень важно, потому что, например, у меня есть друзья чуваши, очень такие, знатные люди, ученые, они говорят, что у нас, в принципе, процент межнациональных браков высок еще и потому, что общехристианская платформа есть, да, там, и нет порой этого понимания того, что там представители русского народа или чувашского также венчаются и так далее. То есть у них размывание идентичности идет быстрее. Потом надо все-таки понимать, что у татар, например, и у русских менталитет разный. Вот я просто хотел добавить к своему тезису, что очень важно, когда люди разных ментальных полей соединяются, и действительно, Ремзеля, вы правильно сказал, через годы это проявляется очень серьезно. У меня есть знакомые старшего поколения, у них доходило до того, что он включает ТНВ, там татарскую передачу посмотреть, она там телеканал, другой не буду рекламировать. Значит, и у них просто на бытовом уровне конфликт, да? Конечно, он может или она уйти в другую комнату, но они хотят, как печки-лавочки, сесть вдвоем посмотреть. Не получается. То есть доходит до этого. Любовь действительно проходит недаром. Оливьер может сказать, что в французском есть слово «амор», оно же, некоторые лингвисты говорят, что и «море». «Аморе», то есть смерть. То есть, в принципе, любовь – это вещь, которая тебя высыхает все, и ты умираешь чувственно. Поэтому любви не надо отдаваться полностью. Здесь я согласен с нашими аксакалами. Да, почему так? Действительно, потому что татары высококультурная нация и городская нация. То есть, когда жили замкнутыми общинами, да, понятно, что в моноэтничных сельских районах и браки моноэтничные, правильно это. Как только человек выходит в мир, да, и плюс не надо забывать советское наследие. Мы все интернационалисты, правильно? Мы же все из советского прошлого. Да. И это воспитание, да, оно никуда не делось. Для многих в советское время вообще проблемы национальной, конфессиональной идентичности не стояло. Конфессиональной тем более. Даже вспомним азербайджано-армянские браки, да, в Нагорном Карабахе, наглядный пример. Поэтому здесь очень высокий уровень урбанизации, контактные зоны, да, с представителями других национальностей, порождает эту самую любовь. Студенческая среда, досуговая, так скажем, она способствует тому, что создаются межнациональные браки. Да, Алексей, слушаем вас. Алексей. Да, добрый день. Наверное, я в каком-то смысле достаточно точно тут знаю ответ, потому что был у нас такой, можно сказать, эксперимент жизненный. Был заказ на съемку документального фильма. Это был причем российский заказ, то есть не наш татарстанский. История межнациональных отношений как раз русских и татар. И одна из идей этого фильма была в том, чтобы поехать, то есть запечатлеть взять реальную пару, скажем, русских и татар,
которые готовы сейчас пожениться. И вот прям в реальном времени снять, как у них между родителями выстраиваются отношения, между ними, как они готовят церемонию, как это все пройдет, как они потом вместе будут жить и так далее. И, в общем, в Казани мы нашли это достаточно легко, поняли, что там ничего интересного нет, потому что это просто светский брак. То есть что русские, что татары в данном случае это просто светские, грубо говоря, европеизированные люди, где между семьями не было каких-то радикальных различий. И мы отправились в путешествие, мы, значит, сели на машину и поехали от Казани дальше и дальше. Верхний Услон, потом дальше по дальнему, по тому берегу Волги, значит, Кызылбайрак. Мы заезжали во все деревни, заходили в ЗАГСе, заходили в мечеть, заходили в церковь. Спрашивали, кто у вас, может быть, собирается сейчас пожениться, дайте нам контакты, мы сейчас с ними встретимся и, так сказать, познакомимся. Вот точно могу сказать, чем дальше от Казани, вот с каждым, ну, условно, там, каждые 10 километров, тем меньше шансов встретить брак межнациональный. Мы нашли один брак, но это была семья, вот просто она какая-то была зашуганная, испуганная, они были очень зажатые, боялись вот что-либо, так сказать, сказать, и, ну, видно было, что, видимо, там какие-то очень серьезные напряжения. В общем, ну, ситуация такая, чем ближе к городу, тем больше семьи просто светские, европеизированные, для них просто вступление в этот национальный брак это легко, потому что невелика между ними невелико культурное различие. Но как только ты от города отдаляешься, вот с каждым километром это становится, ну, просто невозможно. Вот 20 километров от Казани, это вот нет, не может быть такого. Хорошо, вот Алексей. настолько, прям по километрам. Хорошо, Алексей. Я даже когда в детстве в деревню к маме приезжала сюда, вот в Аксубаевский район, меня вот, ну, мои ровесницы, девочки там деревенские, они спрашивали, а что у тебя есть русские друзья? Там в Астрахани, в городе. Ну, это всё, действительно было. Хорошо. Сейчас я предлагаю... Интересно. Да, сейчас все-таки действительно интересная тема. Я смотрю звонки, разрывается там телефон. Вот как сохранить все-таки... Мы сейчас даже не потому, что есть такое явление, смешанные браки есть, межнациональные браки есть, мы просто это принимаем. А вот вопрос, как сохранить, да, вот это равноправие, как сохранить идентичность в семье. Посмотрим сейчас небольшой фрагмент и потом зададим вопрос нашим замечательным гостям семьи Мукенди. Оливер Сисне, Ярата. Almara reshiere, kezara peshelele. Almara reshiere, kezara peshelele. Bugün isen atışmasa nerede atışamalı. Bugün isen atışmasa nerede atışamalı. Şın şın haytamın apalım. Kuzan benden beter gitme koren soldan. Оливер Мукенди. Мы увидели дуэт с Альцияр Бадридиновой. Родился, вырос в Конго в 2011 году, по-моему, да, мечта о полетах и небе привела его в Россию, в Казанский технический университет КАИ, на факультет авиастроения. Здесь же, в Казани, он нашел свое личное счастье, жену Камилю, она татарка. Сегодня в семье подрастает замечательная дочка Шансильви. Оливер вот у нас увлекся татарской эстрадой, как мы сейчас вот увидели. Наверное, первый вопрос. Как ваши родители услышали первую новость, что вы хотите пожениться? На самом деле я могу просто, прежде чем поставить свои точки зрения или мнения в этом вопросе, я могу что-то сказать. Любой родитель, который любитель своего народа или ревнует за свою традицию, это нелегко отдавать свою сына или дочку и пожениться на другой нации. Это очень серьезный вопрос. Они копают и ищут какой-то момент или способ, чтобы вы вообще не поженились. Потому что это очень сложная ситуация, которую все против, они переживают за традицию, за менталитет, либо я ухожу, вот уходят вообще сын или дочка их и поедет куда-то, их больше не видят. Просто это очень тяжело. Вам просто придется, надо найти общий язык, нейтральное место, где вы можете вообще жить. Исключайте все ваши правила вообще. Вот традиция, которую у вас вы считаете правильно, пока поставите туда на пост,
то, что я считаю правильно, поставить на пост, мы начинаем это просто вот заново строиться вообще наше будущее. Потому что на основании этого мы будем жить. Как Руслан сказал, что вот конфликт иногда бывает дома, как я хочу какой-то канал где-то на своем родном языке, где мне более-менее понятно, а я хочу тоже на свой родной язык. Вот это у нас тоже реально такого ситуация бывает. Но за то, что мы общий язык нашли, надо говорить, вот, если ты хочешь, чтобы меня понимать, чтобы я тебе понимать, сначала вот как бросить свою что-то, твои, вот, которые вот ты считаешь, что это мои, я не сохраню, я должен сохранить, я ради чего должен из своих традиций что-то бросать и ради твоих. Всегда аккуратно, красиво сказать, чтобы общий язык создать, климат, атмосферу, чтобы все были аккуратно в доме. Камиля, а как все-таки родители отреагировали? Ну, вначале они были, конечно, против. Папа даже неделю не разговаривал, он был вообще ошарашен. Мы с мамой долго разговаривали, год почти. Но спустя год как бы они дали согласие, и я вышла замуж. Как вот 2 года спустя, да, у вас родилась малышка, вот замечательно, мы видим ее, Шансельви. Как вот 2 года спустя родители сейчас как общаются с вами? Я могу сказать по-другому, даже они очень счастливы, бабули и дедули, потому что такого они не ожидали. Раньше вот они не ожидали такого вот ребенок или вот. Сейчас я вижу отношения ее, потому что они ближе к нам, мои родители далеко пока, но ее родители вот сейчас даже папа, когда он хочет уходить, смотрит на ребенок. С ума он ходит вообще, чтобы оставлять ребенка вообще. Мы сейчас будем переключаться на новости Татарстана. Скажите, пожалуйста, вот последний, вот общий язык. На каком языке дома разговариваете? Что за это общий язык? На русском. На русском языке. Хорошо, мы продолжим обсуждать эту тему нашего ток-шоу «Точка опоры» сразу после новостей Татарстана. Не переключайтесь, скоро мы снова вернемся. Ох, дискуссии горят. Ремзель Салихович даже остановиться не может. То есть в перерыве мы сейчас об этом и поговорим. Это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Тема нашего сегодняшнего разговора — смешанные браки в поисках идентичности. Мы остановились, общаясь с Оливером и Камилем и Кенди. Вот у вас дочка, которая все-таки годик, Шансельви, Оливер. Скажите, пожалуйста, вот вы думали уже о том, какую национальную принадлежность, национальную идентичность может выбрать ваша дочь Шансельви? Ну, с этим вопрос очень тяжело вообще сейчас ответить, потому что есть две культуры, которые будут повлиять на ребенок. Я бы хотел, чтобы она приняла мою культуру, и мама тоже будет хотеть, чтобы ребенок на своей культуре вообще. Это будет на рассмотрении как общее вообще мы будем хотим. Для чего мы хотим донести как образование, что мы хотим, чтобы ребенок, как он повела себя, это зависит от нас. Культура сейчас, она живет в России, именно в Татарстане, эта культура будет навсегда повлиять на нее. Это абсолютно. На улицу, в школе, все, что у нее будет окружающее, это будет абсолютно повлиять на нее. Но это будет моя задача как отец, чтобы она узнала, откуда я, и чуть-чуть информации ей передавать. Кстати, очень много зрителей ВКонтакте у нас, которые смотрят нас в прямом эфире, говорят: Оливер, скажите что-нибудь на татарском. Оливер, скажи что-нибудь на татарском. Мин татарча Силашесин и мин татарча яратам. Оливер, какие песни самые любимые татарские? Это Алгамагашлари. Алмагашлара. Понятно, многие любят, и известные политики любят эту песню. У нас сейчас еще на связи из Турции Дмитрий и Рушения Полосины. Это самое частое, наверное, браки, да, Рушения, Дмитрий, все верно? Татарско-русский брак, да? Как вы друг друга нашли, как вы находите общий язык, и как вы сохраняете культуру каждого из вас? Хотя еще татарский музей татарского Чакчака, да, у вас поднимаете вместе. Вообще очень интересно, конечно, вы подняли тему, и, наверное, именно поэтому мы согласились участвовать в передаче, потому что, по крайней мере, я никогда до этого, о таких вопросах просто не задумывался.
Да, познакомились мы, конечно, по сфере своей деятельности, тогда в автобизнесе мы работали. Вот, и да, и это у нас, может быть, повлияло то, что это у нас не первый брак уже, да, и, кстати, до этого он у меня был, ну, как бы в моих рамках, да, то есть в моей нации, у Димы, соответственно, в русской, да, но вот там вот не сложилось, а тут сложилось. И, конечно же, родители, ну, у меня вполне адекватно отнеслись, у Димы тоже. Как потом выяснилось, у него, оказывается, дедушка был татарином. Ага, все-таки вы откопали там татарские корни. Как вы считаете, вот как сохранить идентичность каждого? Как сохранить внутри семьи? Ну, вот лично мое мнение, да, когда ты не просто разделяешь человека, своего любимого, там, веру и прочее, там, язык, но и, как сказать, при этом не ужимаешь свое. То есть взаимопонимание именно, наверное, в этом. А у тебя как? Да, и это вопрос уважения не только к культуре твоего супруга, но и к культурам вообще всех, которые тебя окружают. И нам глубоко, Диме всегда интересна культура, традиции нашей семьи. Мне интересно, что происходит у них. У нас всегда есть что поучиться, чему поучиться. Иногда бывает так, что на какой-то праздник какие-то блюда у меня порой получаются даже лучше, чем у, скажем так, родственников Диминых, да, и всем от этого только приятнее. Опять же, это у Димы есть случай, да, когда твой дядя вообще ислам принял. Ну, то есть, как бы это... Да, ну, то есть у нас случаев таких Смешений. И они вот позитивные. Да, и Дима прекрасно делает чак-чак, да, своими руками, он тоже это прекрасно умеет. Я сейчас хочу еще переключиться на Алексея Барыкина. Тема смешанных браков всегда очень часто, точнее, в центре внимания писателей, драматургов, режиссеров. Много лет в Качаловском театре шел знаменитый спектакль «Элизар плюс Вера», да, по пьесе Туфана Минулина. В нашумевшей книге Зулейха открывает глаза Гузель Яхина и Руслан «Не реагируйте так». И в одноименном сериале одна из главных линий – это любовь татарской женщины и русского мужчины. Кинорежиссер Алексей Барыкин обратился к этой теме несколько лет назад в фильме «Семейные хлопоты». Если вот кратко передать сюжет, то в смешанной семье молодые люди не могут выбрать имя ребенку. Я предлагаю посмотреть фрагмент. Вашего сына зовут Александр? Ну, в общем-то, да. А кто такой Салимжан? Это тоже наш сын. Угу. Так у вас два сына? Нет, один. Что-то ничего не понимаю, честное слово. Мы вот тоже путаемся немножко. У нас в семье такая путаница. Да. Так вы что, не знаете, как зовут ваших сыновей? В этом-то все и дело. Мы сейчас вам все объясним. У нас недавно с Айгулькой родился сын. Но я их поехал из роддома забирать. А у Айгульки родители из богатых собов. Они уже давно городские, в Казани живут со школьных лет. Но это не важно. А бабушка у Айгуль верующая мусульманка. А у меня мама такая же, христианка, верующая. Православная. Ага, православная. Ну и вот тут-то и вышла проблема. Как ребенка-то называть? Показательный пример, как вы считаете? Ну, абсолютно, да. Хрестоматийный случай, я думаю. И многие сейчас сталкиваются. Правда, татары в советское время решали вопрос следующим образом. Они называли детей такими нейтральными именами. Ну, вот, типа Альфред, Руслан, Роберт, Марсель, Марат и так далее. Да? Особенно татары очень любили французских революционеров, нация революционная, ничего не поделаешь. А сейчас так не удается убежать куда-то, да, так сказать, скрыться вот в этот эскапизм. Сейчас приходится, как говорил Сталин, определитесь, с кем вы деятели культуры. Определяться приходится. Но есть семьи такие, где, например, имам, хазрат, отказывается читать никах, потому что, согласно исламу, например, если жених не мусульманин и не принимает ислам, то по канонам ислама не могут заключать брак. Есть хазраты, которые идут на это, закрывают глаза там, все такое. То есть эта проблема тоже существует, и потом она все-таки конвертируется вот в те проблемы, про которые мы говорили, уже в бытовой жизни. Они и уже когда усложняются. И уже когда постарше. И вот под старость, тем более. Как внука называть, там, крестителя, имя наречения. Но это огромная проблема. Там семьи просто ругаются, как там не в Гамлете, а в известном итальянской трагедии. Две семьи, которые не Сакко и Винцентия зовут. Вот. То же самое происходит у нас.
Алексей, вот почему эта тема смешанных браков актуальна, в том числе для кинематографа? Вот, страшно ли было браться за такую тему? Очень тонкая тема, да, очень открыто говорить они не все иногда и хотят, и не часто они говорят. Вот как у вас происходило? Почему взялись за эту тему? Вы знаете, вот Ремзиль, я бы очень точно сказал, что тема на самом деле при кажущейся легкости очень острая, опасная, и на самом деле там буквально по лезвию надо пройти, потому что это может вызвать очень серьезные, так сказать, вплоть до ненависти. На самом деле мы с этим сталкиваемся все время, я и сам, ну, моя жена Лисан, сами понимаете, татарка, мы сами проходили очень многое, слава богу, очень позитивно в нашей семье это было, да, и семьи наших родителей. И вот эту вот тему межнациональных отношений, их в кино принято к этому относиться, знаете, так, с серьезным лицом, что это должна быть трагедия, слезы, какие-то разбирательства и так далее. А мы решили, окей, а что мы, если мы сделаем, ну, такую вот веселую комедию? И получилась история, вот смешная семья. Он русский, она татарка, значит, у них родился ребенок, и родители, с одной стороны, хотят, чтобы назвали его русским именем, покрестить его скорее, а с другой стороны, хотят, значит, татарским именем и скорее Муле, чтобы он ему имя назвал, да? И родители разрываются, не знают, что делать, они в итоге наврали одним родителям, что назвали по-татарски, другим по-русски, и, ну, завязывается такая сложная, запутанная комедийная история, она веселая, в общем, хорошо воспринимается, но проблема-то в чем? Эту историю надо чем-то заканчивать, и зрители спрашивают, ну окей, и как назвали в итоге? И вот тут началось. Изначально была вот именно такая концовка, как раз, что родители все сели, разобрались друг с другом и сказали, давайте назовем каким-то вот нейтральным именем, который всех устраивает, там, Булат, Марсель, как вот сейчас уже эта идея прозвучала, да? А вроде, так сказать, вероисповедание он сам себе выберет. Но на самом деле даже эта концовка у многих людей настолько вызывала не просто негатив, а прям вот ненависть. Они говорили, это что, это вы нам евротолерантную вот эту вот концовку суете, ты предаешь традиции там родителей, отцов и тому подобное. И мы поняли, что, в общем-то, у фильма нет ни одной концовки, которая могла бы устроить всех, потому что одним нравится, у других это вызывает прям острую ненависть, да, неприятие. И, в общем, ну, мы поступили тут, как сказать, нетривиально в этом фильме. Фильм заканчивается тем, что появляется на экране титр, и там сказано, у нашего фильма 3 концовки. Вот какая вам нравится, вот такую и берете. И дальше идет подряд концовка номер 1, концовка номер 2, концовка номер 3. Концовка одна евротолерантная, в другой концовке он получает татарское имя и становится мусульманином. Концовка 3, он становится русским и христианин, и при этом... Они все 3 логически обоснованные, то есть видно, что каждая из этих концовок могла произойти взаправду. И вот в таком виде действительно фильм всем понравился, был очень хорошо принят, люди хохотали и, в общем, выходили из кинотеатра довольные. Финал понравился всем. Хорошо, вот Алексей. Пришлось таким образом выкручиваться. Только в жизни так не бывает, к сожалению. Почему это не бывает в жизни, мы ответим чуть позже. Сейчас на рекламу, да, и потом Ремзиль Салихович, дадим вам слово обязательно. Сейчас реклама, да. Башкирский национальный костюм на ТНВ в программе «Каравай». Леруа Мерлен представляет, как появляется чувство дома. Когда можно себя не ограничивать или спокойно работать в тишине. Когда важное продумано, и вы готовы к новой жизни, имея прочную опору под ногами. Чувство дома создается с Леруа Мерлен. Мечтайте и воплощайте своими руками или руками тех, кому доверяете. С Леруа Мерлен. Доходность и надежность с КПКГ «Госзайм». Выгодные ставки по личным сбережениям 9% годовых. Город Казань, Марселя Салимжанова, дом 19. Новейшее оборудование, материалы и технологии на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии с 21 по 23 апреля на Казань-Экспо. В «Белке» ликвидация всех шуб. Только 1 неделю. Скидки до 50% на все меха. «Белка», Татарстан 7. Победа сберегает. У нас детишек много.
Конечно, экономим. А еще и в качестве уверены. В магазинах «Победа». Картофель новый урожай 39,90 за килограмм. Благотворительный фонд «Закят» объявляет сбор средств на продуктовые наборы, которые будут распределены среди пожилых, многодетных, матерей-одиночек и других нуждающихся слоев населения. Пусть Аллах воздаст благом всем нашим благотворителям. Это ток-шоу «Точка опоры». Мы продолжаем обсуждать нашу сегодняшнюю тему «Смешанные браки в поисках идентичности». Сейчас Алексей Барыкин рассказал нам о своем фильме «Семейные хлопоты», где было 3 варианта концовки. Везде хэппи-энд в каком-то смысле. Для кого-то 3 варианта ответа. В жизни такое вообще реально. И все-таки это же тоже говорит о том, что нет решения проблемы. Рамзес Алексеевич, вы что-то хотели сказать, да? Здесь вот очень симпатичные люди у нас, интересная пара. Дина вообще вышла замуж за татарина, выучила язык быстренько, ребенок. Вообще идеальные люди, да еще и на экране тоже очень симпатичные люди. Меня это устраивает, сразу я вспоминаю, у меня старший брат один на башкирке женился, другой на русский. И слава богу, никогда проблем национальных с ними не было, но это другая тема. Но по жизни-то не всегда так бывает. Вот я вам покажу очень симпатичную девушку. Тина Канделаки, телеведущая, красавица, талантливая. Вообще она популярна и в Татарстане тоже. Что говорит на обложке этого журнала Тина Канделаки? Женщина должна понимать, что рожает для себя. Понимаете? Я пришел в ужас от этого тезиса. Значит, она, конечно, мать особые права имеет. Действительно, она сама, она все равно больше влияет и так, и так. Если она для себя рожает, если муж, ее родня и другие родственники, вся среда, значит, помалкивает, это что за брак? И поэтому, когда возникают варианты у наших молодых, если появится такая же, как Тина Канделаки, красавица, надо бегом бежать, потому что у тебя будут проблемы с твоими детьми и с продолжением твоей культуры. И я не верю, что хорошая семья будет, если по такой идеологии жить. Поэтому по жизни бывает не так идиллично, как мы сегодня наблюдаем Оливера, Камилу. По-разному бывает. Вот это я хочу сказать. Надо быть готовым и культуру какой-то, нервы приготовить к преодолению каких-то стереотипов, и чтобы красиво, хорошо общаться, сохранять уважение. Ну а как это сделать? В чем? Ну, тяжело. Дело в том, что китайцы говорят, не дай бог никому жить в эпоху перемен. Мы живем в эту эпоху перемен, действительно, мы свидетели колоссальных изменений общественных, духовных, ну и так далее, этнических, и просто переход в другую фазу цивилизационного развития. И действительно готовых рецептов-то нет. Мы вопрошаем, может, наши историки присутствуют, уважаемые, они подтвердят, что история начинается после 30 лет. Историки могут анализировать, когда поколение пройдет. Поэтому нам сейчас тяжело давать какие-то универсальные рецепты. Но мы должны сохранить то, что есть хотя бы. Потому что глобализация, она же никого не жалеет. Даже то, что Ремзель Абой правильно сказал, институт семьи вот этим тезисом, он нивелируется. Женщина рожает, рожу для себя. А где институт который разваливается, говорят. Да. То есть сначала нация разваливается, потом институт семьи, а потом и человек деградирует. Я не хочу эти клише использовать, ЛГБТ и так далее. Но, к сожалению, мы придем к этому, к универсальному недочеловеку. Он и не она, он оно будет, я уж извиняюсь. Но к этому идем, как бы это смешно сейчас не звучало. Но все-таки у нас есть позитивно настроенные люди Полосины, они всегда у нас, и Алексей, то давайте включайтесь, У вас есть рецепт, универсальный совет? У нас не сколько рецепт, сколько мысль такая, что важно, наверное, думать не только о сохранении, не столько о сохранении именно этническо-генетического, такого компонента, сколько о культурном. Сколько популяризация сохранение нашего татарского богатого наследия, так, чтобы каждый человек старался
во-первых, приобщиться к нашей культуре, во-вторых, как у нас часто в музее Чак-Чака бывает такое, что люди после посещения ищут у себя в корнях, а в кого это они такие любители Чак-Чака, чая там и так далее, да. Вот, мне кажется, в этом тоже что-то есть. Ну как? Очень хочется. Руслан сказал, что семья у нас это такая единица, которая не очень нужна. У нас больше государства, которое выстраивает как кирпичики. Но при этом упомянул здесь все-таки о семье. Родители дали мне воспитание. Благодарны им за богатство культур, за то, что они доверяли моему выбору. И далее уже ответственность лежит на нас. Моя ответственность в том, что я выбрала себе супруга, который дал мне уже не только мои какие-то корни, а дал опять-таки чувство выбора. Он всегда доверял мне, а я доверяю ему. То есть, безусловно, хотя мы говорим о политике, тема очень сложная. Можно много говорить, кто-то будет согласен, действительно не согласен, можно красивые и некрасивые концовки придумывать, но прежде всего ответственность лежит на нас самих. Вот. То есть можно и переносить на семью, можно переносить на государство, то, что нам не дают. У меня много семей знакомых, где чистые татары, и дети не говорят ни слова по-татарски. Есть такая проблема. Действительно очень важно. Тут остается только согласиться, что личный выбор, самосознание каждого человека. Но, к сожалению, не все такие ответственны, как Дина, поэтому многие действительно не дорожат этим. Не дорожат, они считают, ну что это ничего не значащий момент. Вот. А когда должен человек делать этот выбор? Вообще, вот когда ребенок, когда Шансильви, по идее, должна вот в семье Маккензи определяться, вот она же должна будет сделать этот выбор? Вот если я могу говорить, я говорю про нас сейчас, потому что это решение, мы просто толерантны были вообще оба. Вот я просто, многие смешенный брак, они совершают много ошибки. Они думают, что если мы поступаем в брак, все будет решено в браке. Это самая большая ошибка, которую многие совершают. Изначально создать семью, надо сидеть, создать правила, как мы будем жить, что мы будем соблюдать, что мы не будем соблюдать. Это будет общий разговор и общее решение. Это не как я буду жить как царь в доме. Я говорю, что я мужчина, это я решаю. Я ей сказал, прежде чем вообще мы создать общую семью, сказать, вот смотри, у нас будет полная демократия у нас в браке. Ты будешь свое мнение, я буду свое мнение. Но в конце концов мы должны решить, что мы хотим общее. Прийти, да, к одному общему мнению. Вот, ты не боится говорить то, что ты хотел, я говорю то, что я хочу. Даже будет тебе страшно слышать, что я буду говорить, но придется нам оба решить на этот вопрос. То есть вы это обговаривали до вступления, до вступления в брак? Может, нам нужны вот как раз семейные психологи, этнопсихологи. У нас же этой культуры нет в России, к сожалению. На Западе это все это обговаривается. А нам такие нужны, которые вот, ну, трудно. Молодые семьи, они многие вещи не знают, ну, просто, так сказать. Вот, и поэтому им нужен некий старший наставник, который бы объяснил, что вот у вас будут такие проблемы, а вы готовы на них пойти, да? А как вы будете на них реагировать? Не будете же чашки там друг от друга бить, как у некоторых бывает, да? То есть это очень важная сфера, она государственная. Без государства здесь трудно решить. Не все в момент любви и влюбленности дальше ЗАГСы смотрят, да? То есть вот действительно дальше покупки свадебного платья не всегда. Очень определяет среда, где ты живешь. Вот тот регион, вот я как человек, переехавший из другого региона, да, со значительным мусульманским населением, но все равно это русский регион. Ну, с доминирующим русским населением. В советский период, про имена говорили, да, вот у меня имя Марина. Среди моих родственниц очень много моего поколения. Маргарита, Валентина, Светлана. Мне иногда спрашивают, а кто у тебя в семье русский? Я говорю, никто. Это был, ну, вот тот период интернационализма. Если говорить об Астраханском регионе, русификация в советский период и деисламизация там имела вот такой успех, что можно исследовать, нужно исследовать. Хотя бабушка, назвав меня Мариной, пошла в мечеть, имя мне Мадина дала. У меня примерно было так же, да, и это было решение компромиссное. И когда вот мы сюда переехали, мой муж, ему очень нравится татарский язык. Он не очень хорошо знает казахский. Ему очень нравятся татарские песни, причем как мужчины поют именно татарские песни. Он очень сам музыкален и с удовольствием вот, исполняет эти песни, вот, как и Оливер, да, переехав сюда. Сын, он понимает, что он казах, но он попал в эту среду, и он говорит, а здесь столько, вот когда он пошел в первый класс, там в Астрахани, да, у них класс был, ну, в основном русские дети, не в основном русские дети. И он когда сюда переехал в третий класс, он пришел и говорит,
мам, а здесь у всех такие имена, как у меня. Я говорю, какие? Ну вот такие. И вот у него прям, значит, я один вот из всех, да. И то есть друзья сейчас, да, вот тоже. Камиль, говори по-татарски, говори по-татарски. Конечно, я вот с Диной соглашусь. Я очень хотела бы, чтобы он женился на татарке, да. Но это мой выбор. Если, когда придет время, выберет ли он казашку девочку, выберет ли там астраханскую татарку, азербайджанку, русскую. Конечно, это его выбор, это абсолютно его выбор. Наши желания, они не совпадают. Мы просто очень интеллигентные в этом вопросе. Например, где-то на Кавказе у тех же казахов там пожестче. Где-то надо быть, конечно, либеральными, но где-то надо стоять на своем. Детям вот с детства, с молодых ногтей, вот я говорю, например, дочери, что супруг должен быть татарин-мусульманином. Кстати, объясняю, почему. Ей объясняю. Потому что то-то, то-то, то-то. Веду с ней нормальный разговор взрослого человека со взрослеющим. Потому что мы-то понимаем, дети взрослеют очень быстро. Да? Вот, и ты не заметишь. Хорошо, Алексей хочет высказаться. Да, сейчас минутку. Алексей, да, слушаем вас. Да, хочу сказать, что вот, и по своему опыту, по опыту многих, да, вот эта тема, когда муж с женой условно между собой договорились о каких-то правилах отношений, что у нас вот демократия, взаимопонимание и так далее. И это очень хорошо работает, когда их вот двое, они уехали в какую-то условно свою квартиру, дом, и между собой выстраивают эти отношения. Но это точно не срабатывает на этапе, когда появляются бабушки, дедушки, когда рождается ребенок, потому что отношения можно выстраивать по-разному, там все равно будет какая-то культурная доминирующая среда. То есть вот маленький ребенок, он лежит в колыбельке, да, ему поют песни. Вот какую песенку ему будут петь? Ему будут петь там Айрон Магас или ему будут петь Калинку-малинку? Все равно он будет в какой-то среде находиться. И вот просто по нашему опыту, когда мы создавали сценарий с огромным количеством пар, разговаривали, причем не только русских и татар, а и разных национальностей, наверное, больше 90%, что уж говорить, в итоге доминирующая культура, она выбирается по отцу. Вот какой отец, такое имя, такая в основном культура, это связано со многими вещами, не только с тем, что у нас такое уж прям патриархальное общество, но, например, у нас принято обращение по имени-отчеству. Если, например, очень разные имена у отца и у сына, получаются такие вещи, как, допустим, там Салимжан Иванович, да, мы понимаем, что к этому надо мудро относиться, но это ребенок, который будет там в школе, например, обречен на насмешки своих не очень разумных одноклассников, да. То есть, это один из многих факторов, который заставляет в итоге, может быть, и патриархальность какая-то тоже, но, в общем, да, бывает больше 90% по отцу. Хорошо. Спасибо, Алексей. Мы подходим к завершению программы. Сейчас 80% проголосовавших считают, что все-таки это размывание национальной идентичности смешанные браки. Дозвонившиеся телезрители, это их позиция, большинство определились именно так. Мы, наверное, сегодня, если сейчас коротко подытожим в завершении, все-таки смешанные браки – это особая ответственность, да? Безусловно. Вот, наверное, мы пришли скорее к этому, что это особая ответственность, очень важная ответственность, личная. Если можно коротко, каждый, подведите итоги, пожалуйста. Точка опоры я скажу. Летят два кирпича. Один говорит, сыро, холодно сегодня, другой говорит, ничего, лишь бы человек хороший попался. Вот, понимаете, любой национальности, вот я думаю, конечно, что своя национальность, что татары были, а бывает так обидно, что свои татары и плохие люди, оказывается. Поэтому лишь бы, чтобы хорошие люди были, прежде всего, конечно. А уже потом вот эти наши пожелания, которые желательно тоже учитывать. Дина? Все-таки вернусь к теме молодых ногтей. Поддерживаю Руслана, потому что отец мне всегда говорил, Дина, мне будет очень приятно, если твой муж будет татарин. Это было с детства, сказано ни разу. Лет с 7-8 помню, как он все время повторял. Соответственно, русские мальчики меня не интересовали. Узнавала имя, национальность. Это вот тот фактор, который на меня действовал с детства. И опять-таки, очень умный был человек. И мудрый. Возвращаясь как раз-таки к завершению, ответственность на нас, прежде всего за себя, и ответственность на нас, как на родителях. Что мы дадим, то и пойдет дальше.
Хорошо, Оливер, Камиля. Ну, я чуть-чуть скажу, а потом у меня Камиля будет совершить. Вот у нас есть слово, говорят, когда мы рожаем дети, мы не рожаем сердце. Вот то обозначает, вот выбор всегда остается в стране ребенок. У нас родитель никогда не против. Но то же самое, как Дина сказал, все родители говорят, что я буду довольна, если ты выбрал свою на родину. Просто это так. Камиля? Я бы тоже присоединилась к сказанному Оливеру. И выбор, конечно, будет за Шансильви. Но это да, то, что если мы ей с детства будем внушать, допустим, я ей буду говорить, нет, там, дочь, ты выберешь татарина, да, это она будет, конечно, наматывать себе на ус и понимать то, что да, нужен татарин. Если Оливер будет свое говорить, там, у тебя муж должен быть африканцем. Вы ждете выбора? Мы все-таки, да, ждем выбора. Хорошо. Очень мало времени, Руслан. Очень красиво. Ну да, я считаю, что там слово «семья», я не знаю, точно нет, и этимологически подходит под слово «семя», да, то есть мы бросаем семя новой жизни, новой семьи и так далее. Поэтому молодым людям надо объяснять, что они взращивают что-то новое. И это большая ответственность, действительно. Хорошо. Марина, Марат, очень коротко. Я хочу сказать, что все равно смешанные браки – это же еще и взаимообогащение. Это две культуры, может быть, три культуры, которые дополняют друг друга. Время идет, глобализация, урбанизация. Но несмотря на то, что я специалист, да, по прошлому историк, мне кажется, что все равно с ростом урбанизации браков таких будет больше. То есть это нужно принять. Все, спасибо большое всем экспертам, кто был по видеосвязи. Спасибо всем, кто был, гостям, кто был в студии. Было интересно. Спасибо телезрителям. Всего доброго. До свидания. Кайбер балалар бит инде бүгенге көндә аңламыйлар. Нинди ул кичкенә генә ипи кисәге булган. Бик тиз вакыт эчендә җәмгыятьнең, күп миллионлы халыкның аңы менә шулай астын өскә күтәрелеп аттылар аны. Тарихи хәтерне киләчәк буыннарга тапшыру. Һәр даим без балаларда хөрмәт тәрбияләргә тиеш.